Цель жизни. Цель жизни вы даете мужчине, то есть вы поняли, да, как мужчину помог выйти из того, если он пьет и так далее. Единственный способ – помогите ему, что делать? Какую-то деятельность. Если вы поможете цель жизни найти, вообще бомба. Хотя бы помогите ему, чтобы он какой-то деятельностью нашел заниматься. Если он уже пьет и так далее, это единственный способ. А если вы, например, если сейчас только замужем или чего-то, или братья, сестры и так далее, помогите им найти цель жизни. У мужчины нету его. Это надо найти. Кто хорошо помогает найти цель жизни мужчину? Мама хорошо помогает, либо жена, либо любовница. Да, это так. Как это делает мама? Или как вот, мама это делает так. Сынок, я мечтаю видеть тебя таким. Понял, да? Сынок, ты знаешь, о чем я мечтаю? О чем я думаю? Видеть твое счастье. Нянчить с твоими детьми. Смотрите, когда она говорит нянчить с твоими детьми, она уже тебе в голову вкладывает, что ты побыстрее должен жениться. Правильно? Видеть твой успех. Сынок, я хочу гордиться тобой. В старости, чтобы вот когда твое имя кто-то говорит, мне было приятно, чтобы мне удалось воспитать хорошего сына. Это могут делать мама. Давайте посмотрим историю. В истории все великих людей сделали великими женщинами. Большинство из них мама были. Давайте посмотрим, скажем, Сталин. Сталина сделала таким Сталином его мама. Давайте посмотрим Черчилль. Черчилля сделал таким его мама. Александр Македоний. Когда Александр Македоний родился, знаете, его мама что делала? Она ходила и слух распространяла по всему Грецию, что Бог родился. Да, она вышла и так и сказала, что на земле родился Бог. И греки верили, что Александр непростой человек. И вера в том, что Александр непростой человек, ему помог 24 года завоевать 1/4 земного шара. Его государство было 2 раза больше, чем Римская империя. Это очень большой. 24 года был этому парню. Он был великий полководец. Он понимал философию выше, чем кого-либо. И Аристотель его так обучал, что ой-ой-ой. Современный парень на 24 года, что он умеет делать? Он знает только название 2 программы компьютера, 2 новых джинса, 2 новые парфюмерии, 3 напитка, кофе, кока-кола, что-то еще. Или 2 названия пива. Он элементарно себя обеспечить даже не могут. 50% молодежь, которая ему 20-25 лет, он не может себя обеспечить. И мы говорим, что мы образованные люди. А почему? Потому что он не жизненно-способен. Вот это очень важная вещь. Важнейшая вещь человеку стать жизненно-способным. Значит, либо жизненную цель мама отдает, либо кто дает? Либо жена, либо любовница. Например, если вы посмотрите, вы видите, что во многих успешных людей у них была либо жена такая, либо мама была такая и так далее. Чингисхана, видели фильм его? Я рекомендую вам всем посмотреть его фильм. Фильм, который китайцы снимали, его надо смотреть. Называется «Чингисхан». 30 серий, по-моему, или 40 серий, я уже не помню. Вот этот фильм вы должны посмотреть. Вы должны посмотреть, как его жена Борта, как она, и как его мама воспитывает его. Как жена воспитывает его. И вы должны посмотреть, как его 2 татарка из жены. Они молодцы, вот такие мудрые женщины. Честно скажу вам, я пока этот фильм не посмотрел, я никогда не слышал женщину. Я никогда не разговаривал с женой. Я никогда она не знала, чем я занимаюсь, что я делаю и так далее. После этого я иногда начинаю просто время от времени, я говорю, послушай, вот у меня такая идея. Скажи свой взгляд. Мне было бы интересно. Вот. И однажды я 2 дня, 3 дня думал об одном вещи, много вариантов. Потом я ей сказал так. И вы знаете, она на ходу в кухне что-то делала, вот что-то болтала. Честно скажу, она вот что-то болтала такое. Я потом взял, еще задумался, это самый лучший вариант. Я сижу, думаю, елки-палки, классно. Классно. А почему так? То есть я хочу вам что сказать. У женщины, чтобы вы поняли меня,
надо понимать следующую формулу. Существует следующая формула. Место ставьте, делайте. Вот так. Эта формула вот так. Женщина, скажем, и мужчина. Вот так. Если мы посмотрим с вами, у женщины интуиция, скажем, это интуиция, это логика. Вот так. У женщины интуиция развита на 200%, а логика на 100%. А у мужчины логика развита на 200%, а интуиция что? На 100%. А мы добиваемся большого успеха, большой результат, если мы можем интуицию женщины и логику мужчину объединить. Но многим людям удается наоборот делать. Понимаете, да? Когда женщина ума жена использует, и мужчина пытается угадать что-то. Вы поняли, да? И тогда кошмар начинается. Родился. Да, она вышла и так и сказала, что на земле родился Бог. И греки верили, что Александр непростой человек. И вера в том, что Александр непростой человек, ему помог 24 года завоевать 1/4 земного шара. Его государство было 2 раза больше, чем Римская империя. Это очень большой. 24 года был этому парню. Он был великий полководец. Он понимал философию выше, чем кого-либо. И Аристотель его так обучал, что ой-ой-ой. Современный парень на 24 года, что он умеет делать? Он знает только название 2 программы компьютера, 2 новых джинса, 2 новые парфюмерии, 3 напитка, кофе, кока-кола, что-то еще. Или 2 названия пива. Он элементарно себя обеспечить даже не могут. 50% молодежь, которая ему 20-25 лет, он не может себя обеспечить. И мы говорим, что мы образованные люди. А почему? Потому что он не жизненно-способен. Вот это очень важная вещь. Важнейшая вещь человеку стать жизненно-способным. Значит, либо жизненная цель мама отдает, либо кто дает? Либо жена, либо любовница. Например, если вы посмотрите, вы видите, что во многих успешных людей у них была либо жена такая, либо мама была такая и так далее. Чингисхана, видели фильм его? Я рекомендую вам всем посмотреть его фильм. Фильм, который китайцы снимали, его надо смотреть. Называется «Чингисхан». 30 серий, по-моему, или 40 серий, я уже не помню. Вот этот фильм вы должны посмотреть. Вы должны посмотреть, как его жена Борта, как она, и как его мама воспитывает его, как жена воспитывает его. И вы должны посмотреть, как его 2 татарка из жены. Они молодцы, такие, вот такие мудрые женщины. Честно скажу вам, я пока этот фильм не посмотрел, я никогда не слышал женщину. Я никогда не разговаривал с женой. Я никогда, она не знала, чем я занимаюсь, что я делаю и так далее. После этого я иногда начну просто время от времени, я говорю, послушай, вот у меня такая идея. Скажи свой взгляд. Мне было бы интересно. Вот. И однажды я 2 дня, 3 дня думал об одном вещи, много вариантов. Потом я ей сказал так. И вы знаете, она на ходу в кухне что-то делала, вот что-то болтала. Честно скажу, она вот что-то болтала такое. Я потом взял, еще задумался, это самый лучший вариант. Я сижу, думаю, елки-палки, классно, классно. А почему так? То есть я хочу вам что сказать. У женщины, чтобы вы поняли меня, надо понимать следующую формулу. Существует следующая формула. Место ставьте, делайте. Вот так. Эта формула вот так. Женщина, скажем, и мужчина. Вот так. Если мы посмотрим с вами, у женщины интуиция, скажем, это логика. Вот так. У женщины интуиция развита на 200%, а логика на 100%. А у мужчины логика развита на 200%, а интуиция что? На 100%. А мы добиваемся большого успеха, большой результат, если мы можем интуицию женщины и логику мужчину объединить. Но многим людям удается наоборот делать. Понимаете, да? Когда женщина ума жена использует, и мужчина пытается угадать что-то. Вы поняли, да?
И тогда кошмар начинается. Поэтому нету стабильности, нету развития, нету там такое, потому что, вот, понимаете, а он будет сидеть и говорить, что я могу поделать, я попытался, не получается. А он вместо того, чтобы разум использовать, он думает, вот ему повезло, а вот мне не везет в жизни.